В приоритетах бюджетной политики республики на среднесрочный период сохраняется обеспечение стабильности республиканских местных бюджетов, исполнение принятых расходных обязательств наиболее эффективным способом, мобилизация внутренних источников, и более четкая увязка бюджетных расходов и повышение их влияния на достижение установленных целей государственной политики. Здесь необходимо подчеркнуть, что у нас есть трудности, так как мы дотационный регион. Многие живут по старым меркам, совершенно не оптимизируя бюджетные расходы. И при очередных проверках мы видим, что совершенно неравномерно и нерационально используются бюджетные ассигнования. Поэтому прошу здесь и требую от правительства, от Министерства финансов в целом и муниципальных образований провести скорейшую оптимизацию штатов и тех структурных подразделений, по которым мы говорили, и сделать так, чтобы мы перераспределили те средства, которые экономим на одних направлениях, на другие важные направления. В своем послании президент страны об этом тоже говорил, что социальная, в том числе, поддержка, помощь населению, она должна быть адресной, а не всем подряд. Почему? Потому что есть кто менее нуждается в этом, есть кто больше нуждается. Но это можно будет только делать за счет экономии средств. Еще раз на это обращаю внимание. Основной задачей должна стать реализация уже принятых бюджетных обязательств с конечной целью сокращения размера дефицита, а также подготовка нового бюджета на трехлетнюю перспективу. Обращаю на это очень серьезное внимание. Для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы утверждена программа оздоровления государственных финансов республики на период с 2016 по 2019 год. Поэтому приоритетом расходной части бюджета должен быть ориентирован на две основные цели. Это, в первую очередь, обеспечение социальной стабильности и обеспечение экономического роста республики. Перед правительством, конечно, стоит сложная задача, как сделать из такого скудного бюджета оптимизацию, как сделать эффективным этот бюджет. Поэтому здесь надо работать круглосуточно, а не наскоками. Кроме этого, принципиально важно достроить систему внутреннего контроля и возложить соответствующую ответственность за контроль на главных распорядителей бюджетных средств. Здесь у нас, надо подчеркнуть, недовольно эффективно работаем. Одним из приоритетных направлений деятельности республики для достижения результативности в управлении государственным имуществом является эффективное управление и рациональное использование государственного имущества. В 2018 году правительству необходимо обеспечить государственный кадастровый учет всех объектов недвижимости, включая земельные участки, используемые государственными монетарными предприятиями и госучреждениями под объектами. Также нельзя допустить задержку зарплат бюджетникам. Это люди, на которых сегодня держатся все институты власти. На это тоже обращаю внимание. Уважаемые депутаты, в 2017 году с целью привлечения бюджетных инвестиций проводилась обширная работа. Мы с каждым днем, с каждым годом наращиваем инвестиции в бюджет республики. И это тоже сложно, очень сложно при нашей ситуации, при истории, в том числе инвестиций в Республике Ингушетия. Но, тем не менее, мы планово эти показатели выполняем. И, конечно, это еще раз говорит о стабильности в республике, о том, что мы можем работать, умеем работать с инвесторами. У нас совершенно нормативно-правовая база в этом направлении. Мы с помощью, в том числе, и Министерства по делам Северного Кавказа реализуем ряд проектов, в том числе птицекомплекс Южный и завод по алюминиевых профилей, который мы должны на днях буквально сдавать уже. И здесь тоже надо обратить внимание и взять на особый контроль эти проекты, так как реализация любого проекта, если оно проходит по графику, по плану, то это стимулирует тех руководителей, кто подписывает под эти проекты, еще больше уделять внимание и помогать нашей республике. На это обращаю внимание. Ну и, конечно, вопросы, связанные с деятельностью муниципальных властей. Здесь глава муниципальных образований просил бы особо обратить внимание на имидж своих муниципальных образований, не ждать, пока сверху будут указания. Каждое муниципальное образование имеет свою историю. Создайте определенные проекты, в том числе, чтобы эти проекты были и туристической привлекательности, и других сфер направления. Тогда и инвестиции, и все остальное будет в рамках тех задач, которые мы перед собой ставим. Ну и особо, конечно, это уход от дотации, минимизировать дотации с бюджета республики, так как мы делаем все возможное, чтобы уйти, минимизировать дотации от федерального центра, а вы должны сделать это от местного бюджета.
Опять же, вопрос контролеров. Да, мы говорим малое-среднее предпринимательство, здесь и жесткий контроль со стороны прокуратуры, так как есть прописаны законы. Но, повторяю слова Владимира Владимировича Путина, никакие ограничения не могут действовать там, где есть безопасность граждан. Чем меньше контролеров, конечно, тем комфортнее работать для предпринимателя. Но и предприниматель должен научиться работать современно, а не ждать, пока контролер придет. Одним из факторов, как мы сказали, улучшения экономики, конечно, это и малое и среднее предпринимательство, это инвестиционная привлекательность направления. Но и надо учитывать здесь и целый сектор, частный сектор. У нас огромное количество людей, которые называют индивидуальным предпринимательством, но при этом нигде не зарегистрированы, из-за чего у нас и процент безработицы не снижается. Поэтому здесь надо правительству работать. Есть законы.